Слышала? Вы будете объявлять сами, объявите, пожалуйста, как это возбуждает. Уважаемая комиссия, вашему вниманию предоставляется выпускная квалификационная работа студентов 5-го курса МХАТ ДПТ. Мини-инсценировка представления наших дипломных работ. Кукла издревле сопровождала человека на протяжении всей его жизни. Встречала новорожденного в колыбели, помогала в тяжелые времена, принимала на себя болезни и оберегала от злых сил. Кукла словно ниточка, протянешь за нее, и откроется целый мир народной культуры. Язык, костюм, песни, традиции, ремесла. Кукла была не просто игрушкой, она была знаком продолжения рода, залогом семейного счастья и благополучия. К ним относились очень бережно, передавая от матери к дочери, от бабушки к внучке. Они хранились в сундуках и передавались в день свадьбы, как дар рода. Одним из важных событий в жизни девушки считалась свадьба. Обряд, сопровождающий это событие, называют обрядом перехода. Каждая девушка с раннего детства готовила себе приданое. Огромное значение имел сундук невесты. Каждый сундук имел свой характер. Чем больше и красивее, тем зажиточнее считалась семья. Для общения с умершими предками в старину в каждом доме устанавливали столб ужа-юби. Он символизировал центр и душу дома. Был своеобразной осью мира, который соединял в 3 уровня. Столб имел сакральную функцию, и в дни поминовения предков на него ставили свечи, называемые свечи дома. Здесь же произносились моления, посвященные духу главе дома. Наши предки просили у духа благополучия в доме, в семье, во дворе и в пути.
дочь Тангара, пришедшая уничтожить погрязшее в грехах человечество. Тангар, разозлившись на человечество за убийство своего сына Кереметя, отправил своих дочерей Сехмет наказывать злых людей. Узнав о приходе на землю страшных полулюдей, полузверей, люди испугались, стали молиться Тангару и просить у него милостыни. Замолились люди великому Тангару и его сыну Кереметю и решили принести ему в жертву белого аргамака.
группового выступления, вступительной части 5 выпускным квалификационным работам. Первой защищается Алексеева Анжелика Евгеньевна. Тема работы «Народная кукла как средство формирования эстетической культуры личности». Научный руководитель работы, кандидат наук, доцент Лялина Ирина Васильевна, рецензент, заслуженный художник Чувашской Республики, доцент Болтаев Николай Михайлович. Вам вступительное слово. Пожалуйста, начинайте. Здравствуйте, уважаемый председатель, уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии. Вашему вниманию предоставляется выпускная квалификационная работа на тему «Народная кукла как средство формирования эстетической культуры личности». Научный руководитель Лялина Ирина Васильевна. В связи с тем, что в последние годы в нашей стране произошли большие изменения в области народного просвещения, стало необходимым пересмотр нравственных и культурных ценностей, путей воспитания и образования детей. Необходимость формирования эстетической культуры личности обусловлена возрастанием роли народной культуры в мире, а также начавшегося процесса отчуждения подрастающего поколения от национальной культуры. Поэтому актуальна необходимость возрождения национальной культуры этносов, этнокультурных традиций, которые необходимы для развития эстетической культуры и дальнейшего прогресса современного общества. Цель моего исследования – формирование эстетической культуры личности посредством изучения народной культуры и изготовления авторской куклы в народном костюме. Задача – раскрыть сущность и содержание эстетической культуры учащихся, раскрыть и охарактеризовать педагогический потенциал прикладного искусства как средство формирования эстетической культуры учащихся, рассмотреть формирование эстетической культуры учащихся в процессе изучения традиционной народной куклы, изучить историю процесса формирования и развития чувашского народного костюма, разработать технологию изготовления авторской куклы в чувашском народном костюме. Объект моего исследования – это процесс формирования эстетической культуры учащихся. Предмет исследования – народная кукла как средство формирования эстетической культуры личности. Новизна моей работы состоит в том, что в нем выявлен педагогический потенциал чувашского народного прикладного искусства как эффективного средства формирования эстетической культуры учащихся, а также разработаны технологии изготовления авторской куклы в чувашском национальном костюме, которые использованы в практической части моей дипломной работы. Гипотеза исследования основана на том, что формирование эстетической культуры учащихся в процессе художественно-творческой деятельности с народной куклой будет более эффективным, если реализовать совокупность педагогических условий, включающих в себя обеспечение необходимого теоретического и методического материала по формированию эстетической культуры учащихся, создание благоприятной творческой обстановки, обеспечивающей активность учащихся, их развитие и самореализацию, а также учет внутренней и внешней мотивации, интересов, потребностей учащихся в художественно-творческой деятельности с куклами. Практическая значимость моей работы – это выполнение проекта авторской куклы в национальном костюме «Низовых чуваш» конца 19-го, начала 20 века. Он может послужить экспонатом для ознакомления с чувашским декоративно-прикладным искусством. Теоретическая значимость определяется тем, что собранный материал позволит добиться положительных результатов в формировании эстетической культуры учащихся в процессе творческой деятельности с народной куклой. Разработанная технология изготовления авторской куклы в народном костюме может использоваться в педагогической деятельности. Вопрос о формировании эстетической культуры личности всегда был и будет актуален, потому что от уровня культуры каждого отдельно взятого человека зависит уровень культурного развития общества в целом. Поэтому значительное внимание уделяется воспитанию детей посредством народно-декоративно-прикладного искусства. Несмотря на наличие большого числа исследований по проблеме формирования эстетической культуры детей посредством декоративно-прикладного искусства, перед образовательными учреждениями стоит вопрос поиска путей его дальнейшего совершенствования. И одним из средств решения этой задачи является использование в обучении и воспитании народной куклы в национальном костюме. Спасибо за внимание. Ваши вопросы, пожалуйста. Спасибо за подсказку. Вопросы у членов комиссии есть? Вопросы.
вопросов нет. Слово. Отзыв на дипломную работу по теме «Народная кукла как средство формирования эстетической культуры личности». Студентки факультета культуры дневного отделения кафедры народного художественного творчества Алексеевой Анжелики Евгеньевны. Дипломная работа Алексеевой Анжелики Евгеньевны посвящена изучению народной куклы как средства формирования эстетической культуры личности. В результате данного исследования был создан творческий проект «Авторские куклы в национальном костюме низовых чуваш конца 19-го, начала 20 века». Автор сумел отразить в вводной части дипломной работы вышеназванную специфику, достаточно убедительно и аргументированно обосновал актуальность темы своего исследования. Несомненной заслугой является глубокое и качественное изучение исследователем имеющихся по данной проблеме научных источников, умелая опора на них в процессе раскрытия темы и грамотное использование в тексте дипломной работы. Характеризуя в целом, необходимо отметить, что избранная автором логика исследования, последовательность и содержание глав и разделов позволяет глубоко и качественно раскрыть тему. В первой главе автором подробно раскрывается сущность и содержание понятия «эстетическая культура». Выявлен педагогический потенциал народного прикладного искусства, а также рассматривается влияние традиционной народной куклы на формирование эстетической культуры личности. Вторая глава исследования является логическим продолжением первой, придает работе целостный и законченный характер. Во второй главе работы изучен процесс формирования и развития чувашского национального костюма от древности до современности. Также во вторую часть работы включена технология изготовления авторской куклы в национальном костюме низовых чуваш конца 19-го, начала 20 века. В заключительной части подведены итоги исследования, содержатся выводы. Обращая внимание на недостатки и упущения в работе, следует отметить, что в работе стиль изложения выдержан не везде. Вывод. Дипломная работа Алексеевой Анжелики Евгеньевны соответствует требованиям государственного образовательного стандарта к уровню подготовки выпускника-специалиста по специальности руководитель студии декоративно-прикладного творчества, преподаватель и может быть допущен к защите. Руководитель дипломной работы, кандидат педагогических наук, доцент Лялина Инна Васильевна. Спасибо. Так, слово рецензенту, пожалуйста. Рецензия на выпускную коррекционную работу студентки факультета культуры специальности руководитель студии декоративно-прикладного искусства Алексея Анжелики Евгеньевны выполнен на тему «Народная кукла как средство формирования эстетической культуры личности». Выпускная коррекционная работа Алексея выполнена на актуальную на сегодняшний день тему, поскольку одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в настоящее время, является его духовное, нравственное возрождение. Алексей обработал большое количество научного материала на высоком теоретическом методическом уровне. Это нам видно по работе. Алексей выполнила работу очень высокого качества. Мне безумно нравится, впервые я вижу работу выполнена от начала до конца работы, это вызывает восхищение. Далее Алексей в выпускной коррекционной работе показал отличную способность формировать собственную точку зрения по рассматриваемой проблеме. Дальше. Выпускная коррекционная работа Алексея выполнена в соответствии с предъявленными требованиями, рекомендованных в защите и заслужит оценку отлично. Я восхищен ее работами и хочу сразу задать вопрос. Можно? Какие были трудности и выполнения уникальных работ? Потому что я знаю, очень трудно доставать монеты и так далее. На самом деле особо трудностей не было. Напротив, по ходу действий, по ходу выполнения я как-то, как вам сказать, появлялось все больше и больше желания все это воплотить в реальность. Мысли приходили в голову по ходу действия, а также я пользовалась иллюстрациями книг. Ну, в общем-то, сложностей не было. А монеты где доставала? Монеты я покупала в магазине.
Спасибо. Спасибо. Так, желающие выступить, пожалуйста, присутствующие, члены комиссии, кто желает выступить. Группа поддержки как-то за спиной сидящая. Можно я тогда скажу? Да, пожалуйста. Я сам художник-символист от этих узоров, да? Мне просто восхищает точность прямо предания истинности узоров. Прямо прекрасно. Хорошо. Спасибо. Так, мы протоколируем, да? Хорошо. Так, есть еще желающие выступить? Что ж, действительно, работа получилась, очень хорошо представлена, защита прошла успешно. Считаю, что работа действительно заслуживает самой высокой оценки. Вам заключительное слово. Пожалуйста. Уважаемая комиссия, уважаемые председатели, большое вам спасибо за ваши слова, за ваши вопросы. Хотелось бы сказать, что моя воодушевленность безгранична, поэтому я очень желаю продолжать и в этой тематике создавать уникальные буквы. Очень хорошо. Спасибо. Удачи вам. Благодарю вас, что вы нашли. Председатель, уважаемые члены комиссии. Лекционная работа на тему «Столб Ужа Юби как центр Вселенной и космогонических представлений средневековых Чувашей» на примере этнопарка Сува. Автор работы Борзова Екатерина Владимировна. Руководитель, заслуженный художник Чувашской Республики, доцент Болтаев Николай Михайлович. В качестве рецензента выступает кандидат педагогических наук, доцент Лялина Ильна Васильевна. Вам вступительное слово, пожалуйста. Тема моей дипломной работы «Столб Ужа Юби как центр Вселенной в космогонических представлениях средневековых Чувашии». Актуальность темы на сегодняшний день достаточно высока, так как возрос интерес к прошлому, к истокам культуры своего народа. Народные традиционные верования, мифология, обрядность, произведения декоративно-прикладного искусства наиболее полно отражают представление человека об окружающем мире, об обществе, о природе и становятся важным способом передачи от поколения к поколению общечеловеческих ценностей, истории. Изучение творческого наследия предков способствует привлечению внимания к духовным ценностям, развитию интереса и уважения к историческому прошлому, а это открывает большие возможности для развития человека как личности, индивидуальности с альтернативным мышлением, способной понимать и ценить то, что создано трудом народа. Цель нашего исследования – проанализировать столб Ужа Юби в контексте обрядовой системы Чувашии. Задача исследования – изучить религиозные обряды и верования средневековых Чувашей, связанных с культом предков, проанализировать строение мира в космогоническом представлении средневековых Чувашей, рассмотреть историю создания и развития этнопарка Сува, изучить специфику применения столбов в обрядах и традициях народа, посвященных культу предков, и разработать технологии изготовления столба Ужа Юби. Объектом исследования является религиозно-обрядовая система Чувашии, связанная с культом предков. Предметом исследования – столб Ужа Юби как ось мира в обрядовой системе Чувашии. Гипотеза основана на том, что эффективность процесса формирования интереса молодежи к народной культуре как духовной, так и материальной будет реализована путем решения следующих задач. Первое – обеспечение необходимого теоретического и практического материала по религиозным обрядам и верованиям и разработка технологии создания столба Ужа Юби. Чуваши издревле верили в самостоятельное существование человеческой души. Духи предков воспринимались ими как живые, как посредники между Богом и человеком. И именно для общения с умершими родственниками в старину в каждом доме устанавливали столб. Его называли Ужа Юби. Ориентиром для указания места служила печка, так как находилась в центре. В традиционных домах Ужа Юби помещался вертикально от пола до потолка в переднем, то есть в юго-восточном углу печки. Считалось, что в дом, получается, где стоял Ужа Юби, злые духи не проникают дальше передней. Около столба произносились моления, ставились свечи.
Чуваши просили у духа дома благополучия в семье, во дворе и в пути. Столб у печи древних чуваш символизировал центр и душу дома, как уже было сказано, и был своеобразной осью мира. Можно сказать, что чуваши находились в гармонии с окружающим миром и с огромным уважением относились к своим предкам. Ярким примером возрождения древней культуры является как раз-таки этнопарк Сувар. Об этом говорит строение парка, планировка парка. То есть 3 горы, 3 возвышенности и 3 мира. Золотая гора – это символ далекого прошлого человечества, на ней стоят скульптуры богов, прародителей героев и исполинов. Одновременно это также идея высших божеств верхнего мира. Серебряная гора – это сущность светлого мира, мира человека, его силы и слабости. Медная гора – отражение природных сил человека и всего живого в природе, таинственных и потусторонних сил. Центр парка – это древо жизни, перед которым стоит одноименная скульптура, называемая по-чувашски юба. По представлениям Сувар, идея столба сопричастна идее вертикали, соединяющей все 3 мира. Поэтому именно столбовая скульптура отлично передает древнечувашскую идею единения всех миров. В процессе изучения темы исследования была выработана технология изготовления столба Ужа-Юби. Он состоит из 4 частей. Это верхняя часть шар, нижняя куполообразная часть, средняя столб и подставка. Также процесс изготовления происходил в несколько этапов. Первый этап это создание эскиза развертки, второй лепка. Дальше идет уже соединение деталей и покраска. Тут можно сказать, что практическое применение уже Юби. Этот столб может быть использован как в украшении, в оформлении интерьеров, также в театрализованных постановках или как элемент, приобщающий молодежь к духовной культуре нашего народа. Все. На этом спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Спасибо. Так, вопрос членов комиссии. Ну, вопрос, какие трудности возникли, потому что работа проделана глобальная, и как долго вы делали такой столб? Столб делался примерно полгода. Здесь трудности возникли с материалом, при работе с материалом. То есть в этом столбе использованы различные материалы, то есть это средняя и нижняя часть твердый пластик, и верхняя это самозатвердевающий пластик. И получается, в процессе сушки детали, не было стыков деталей, и нам приходилось наращивать, и получается, ну вот единственная проблема была в наращивании самозатвердевающего пластика. Спасибо. Еще вопросы? Да, у меня такой вопрос личного такого характера, скажем. Мне интересно, что с тобой происходило, допустим, когда вот ты делала Ужа-Юби? Ну, какую сторону, например? Лучшую сторону, худшую сторону? Ну, я думаю, все-таки в лучшую, потому что знание истории, я думаю, помогло мне, во-первых, полюбить нашу культуру и узнать ее побольше. Потому что таких, я думаю, вещей до поступления в институт я не знала. То есть у нас в деревне, даже в нашей деревне, таких вещей нет, уже никто не помнит о том, что они когда-то были. Вот, и когда то же самое вот своим родственникам, когда я рассказывала о том, что у нас есть такие вещи, что мы в нашем институте на кафедре народного художественного творчества занимаемся возрождением традиций, то они очень радуются и говорят, и даже удивляются, даже мои родители удивляются тому, что мы изучаем такие вещи, что есть люди, заинтересованные в этом, что есть люди, посвятившие свою жизнь возрождению традиций. Ярким примером является Николай Михайлович и, конечно же, примером для дальнейшего развития. Вот я думаю, что изменения, произошедшие во мне, только к лучшему. Спасибо. Так, хорошая защита идет. Маленький каверзный вопрос. Вот на центральном планшете у вас, как это называется, знак
этот знак называется? Кавычки открыты. Где они закрываются? Перед словом стол кавычки открыты. Стол. Стол. Извините, сувар вы отдельно выделяете. Забыли поставить? Или вообще не надо было ставить? Вообще не надо было. Надо будет убрать этот знак. Теперь, скажите, пожалуйста, объем работы очень большой. Это для двоих, для троих выпускников. Кто вам помогал в практической работе, выполнении? По поводу работы хочу особую благодарность выразить Леониду, который был нашим мастером и помогал в технической части. То есть он помогал при изготовлении каркаса и при отливке некоторых, при дублировании деталей. То есть шестигранник, 6 сторон. Вот, спасибо, огромное спасибо. И, конечно же, также огромное спасибо Николаю Михайловичу за то, что он помогал, работал все это время с нами, исправлял эскизы, которые мы, наверное, переделывали, доделывали раз. Так, дважды уже прозвучала благодарность в адрес руководителя. Третий раз прозвучит, я надеюсь. Так, еще один вопрос. На практике, в работе с учащимися или в какой-то другой форме вы использовали? На практике, да, как раз таки, когда работали с детьми, мы начнем с самого начала, с чего все началось. Я как-то им рассказала историю про Евридику и Орфея, а у нас в нашей культуре есть примерно похожая сказка про Кереметь и Юродоль. Вот, но там есть разница, но все равно основа одна и та же. Вот девочкам нашим я рассказала, им понравилось. И мы провели серию работ таких, посмотрели чувашские мифы, мультики, то есть тоже созданные студентами нашего руководителя Балтана Николая Михайловича. Вот, им очень понравилось, и мы на нашу мифологию, то есть слепили несколько идолов, идолов таких ритуальных скульптур. Вот, я думаю, при общении нужно начинать вот с этого, с мифов, со сказок. Это очень интересно, и я думаю, не обязательно работать только с пластиком, с металлом. Можно начать с пластилина, вот как мы начали работать с пластилином, с глиной, с такими материалами. Результаты работы учеников, они как-то представлены? Да, у нас здесь в конце только, вот как мы работаем. Фотографиях, да? Хорошо. Спасибо. Так, других выступлений нет? Нет, ну что, действительно, это очень интересно, нужная, вот такая, имеющая продолжение, как я думаю. Вам слово для заключения, пожалуйста. Для заключения огромное спасибо вам, уважаемая комиссия, за то, что выслушали, оценили, за добрые слова. Еще огромное спасибо хочу сказать нашему институту и нашей кафедре за то, что она существует. Потому что не только я, но и многие из нашей группы, из нашего курса в конце нашего института поняли, чем на самом деле хотят заниматься. И очень многие хотят заниматься по той специальности, которой нас учили. Вот. И особо благодарность здесь уже хочу выразить Наталье Ивановне, которая подняла нашу кафедру. Она развивается, эта кафедра, я думаю, и дальше будет развиваться. Самых лучших вам пожеланий, Наталья Ивановна. Я думаю, нам такой руководитель просто необходим в нашем институте. И строгий, и лояльный в одно и то же время. И с дипломными работами, я думаю, вы нам очень сильно помогли. И еще большое спасибо хочу выразить Галине Владимировне Алжейкиной, которая работала с нами на протяжении 5 лет. Также вводила нас в мир духовной культуры нашего народа, народного художественного творчества. Очень часто, очень много мы об этом говорили. И я думаю, все знания, которые мы получили в нашем институте, мы применим на практике в нашей дальнейшей жизни. Замечательно. Удачи вам. Спасибо. Спасибо, что пришли. Итак, очередная выпускная квалификационная работа на тему «Доспехи как основной атрибут дочерей Бога Солнца в традиционных языческих верованиях чувашского народа». Она выполнена Ефимовой Еленой Сергеевной. Руководитель данной работы доцент Батаев Николай Михайлович. В качестве рецензента
Выступает заслуженный работник культуры Чувашской Республики, доцент Кузьмин Василий Анатольевич. Зачем так близко? Разглядеть. Вот тут. А мы попросим потом. Ладно, Походит немножко. Так, Елена Сергеевна, добрые минуты для защиты вас, пожалуйста. Вашему вниманию представляется экспозиционная работа на тему «Доспехи как основной атрибут дочерей Бога Солнца в традициях языческих верований Чувашии». Руководитель Николай Михайлович Болтаев. Национальный костюм во все времена привлекал к себе особое внимание. Национальный костюм символизирует грандиозный путь древней культурной традиции, созданной и выстраданной чувашским народом, который прошел через невероятные по драматизму испытания. Он отражает художественно-эстетические вкусы чувашского этноса, его философские и нравственные представления, самобытное понимание мировоззрения и взаимосвязь человека с окружающей природой. В наше время каждый народ пытается сохранить свою культуру и ее особенности, передать ее последующим поколениям. В этом и заключается актуальность исследования. Изготовление костюма женщины-воительницы, на наш взгляд, развивает интересы народа, культуре, предков и их мифам. Цель исследования – рассмотреть доспехи как основной атрибут дочерей Бога Солнца. Задача исследования – изучить доказательства существования амазонок, их одежду и вооружение. Также рассмотреть историю доспехов, специфику чувашского костюма и исходные параллели с костюмом женщины-воина. Объектом исследования служили языческие верования древних чувашей. Предмет исследования – доспехи как основной атрибут дочерей Бога Солнца. Научная новизна исследования состоит в создании доспехов дочерей Бога Солнца секрет на основе данных, изученных в работе. Гипотеза исследования заключается в предположении о сходстве элементов чувашского национального костюма с элементами доспехов воина. Практическая значимость состоит в раскрытии внешнего вида доспехов дочерей Бога Солнца, характерных чертах национального костюма и возможности применения его в качестве экспоната, использования их при участии в различных конкурсах, выставках, театральных постановочных спектаклях, также для привлечения группового и индивидуального туризма как источника дохода, а также применение воспитания, культуры и в качестве примера для подражания последующим поколениям. Эту часть практической значимости я постаралась применить во время своей практики в детском доме культуры «Ровесник». Была проведена познавательная программа с детьми среднего школьного возраста и мастер-класс по керамике, где детям предложено было изготовить фигуру, изображающую чувашское божество в национальном костюме. Теоретическая значимость дипломной работы заключается в произведении комплексного анализа письменных, фольклорных, этнографических и археологических данных о женщинах-воительницах. В первой главе анализируются исторические данные о возникновении доспехов и вооружения и прослеживается развитие древних времен до Средневековья. Также определяется степень и форма воздействия историко-этнографической реальности на формирование сюжета по женщинах-воительницах. Рассматривается их одежда и вооружение. Во второй главе раскрывается воинственный облик дочерей Бога Солнца Секлиц, а также рассматриваются индивидуальные черты чувашского национального костюма и ищутся сходные параллели с костюмом женщины-воина. В третьей главе описывается процесс изготовления костюма женщины-воина, а также дается экономический отчет о проделанной работе. Перед началом изготовления костюма нам необходимо было создать эскизы. Вот здесь представлены некоторые из них. И на протяжении всего хода изготовления костюма мной изготавливались керамические детали,
которые впоследствии декорировались. Костюм шился из двух видов дерматина, фактурный и обычный дерматин, декорировался люрексами, бусинами и керамическими деталями. Вот здесь изготовление щитов. Шлем делался с помощью техники папье-маше, накладывание кусочков бумаги друг на друга. Спасибо большое за внимание. Спасибо моему руководителю Николаю Михайловичу. Да, вопросы есть у членов комиссии? Вопросы. Как долго делать такой костюм? Зимы я начала делать полгода. То есть полгода на 2 костюма получается, да? Полгода. Месяцев 4, наверное. Хорошо. И занятия в это время шли, да? Да. Зачет, Практику. Понятно. Так, руководитель Николай Николаевич, пожалуйста. Дипломная работа Ефимовой, посвященная изучению успехов и вооружению дочерей Бога Солнца, характерных чертах традиционных гражданских костюмов. В результате данного исследования были воссозданы доспехи дочерей Бога Солнца, Сехмет на основе изученных данных. Ну, тут она перечислила, я тут не буду перечислять. И вывод. Дипломная работа Ефимовой Елены Сергеевны соответствует требованиям государственного образовательного стандарта к уровню подготовки выпускника, специалиста по специальности руководителя студии декоративно-прикладного творчества, преподаватель и, может быть, допущено к защите, но уже допущено, защитилась. Я считаю, эта работа уникальной в наших традициях. Очень скрупулезно делалось народными мастерицами, и Ефимова Алена, конечно, проявила уникальное, в общем, для меня это, конечно, открытие, что есть такая у нас уже специалист, уже квалифицированный специалист, и в данной области у нас уже нет пробелов, скажем. Мы можем выполнить любой заказ и очень на высоком уровне. Потому что то, что продемонстрировала Алена, я считаю, это вызывает только восхищение. Спасибо огромное. И оценка, я думаю, это только самый высокий балл. Руководитель оценку не объявляет, не делает рецензента. Так, слово Наталье Ивановне для зачтения. К сожалению, рецензент отсутствует, поэтому я зачитаю. Выпускная квалификационная работа Ефимовой Елены Сергеевны выполнена на актуальную на сегодняшний день тему, поскольку национальный костюм отражает художественно-эстетические вкусы чувашского этноса, его философские нравственные представления, самобытное понимание мироздания и взаимосвязь человека с окружающей средой. В наше время каждый народ пытается сохранить свою культуру, ее особенности, передать ее последующим поколениям, и в этом заключается актуальность исследования. Автором изготовлен костюм женщины-воительницы, который может развить интерес народа к культуре предков и их мифам. В первой главе автор анализирует исторические данные о возникновении доспехов и вооружения, прослеживает их развитие с древних времен до Средневековья, определяет степень и формы воздействия историко-этнографической реальности на формирование сюжетов о женщинах-воительницах. Во второй главе раскрывается воинственный образ Сехмет, а также рассматриваются индивидуальные черты чувашского национального костюма и ищутся сходные параллели в специфике чувашского костюма и костюма женщины-воина. В третьей главе описывается процесс изготовления костюмов дочерей бога Солнца Сехмет, а также даются экономические отчеты о проделанной работе. Автор выпускной квалификационной работы показал способность формулировать собственную точку зрения по рассматриваемой проблеме. Материалы данной работы могут быть использованы в практической деятельности, выявлены несущественные
существенные недостатки дипломной работы, стиль не везде выдержан, однако найденные недостатки не влияют на качество исследования по данной проблеме. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с предъявленными требованиями, рекомендована к защите и заслуживает оценки «отлично». Спасибо. Спасибо. Так, желающие выступить в поддержку защиты, хотя такой защиты не нуждается. Работа все на виду, все представлено. Что? Я любитель истории, но такого доспехи воина, да, даже парни не делали. Я восхищен девушкой, которая военными доспехами там изучила и воссоздала. Спасибо. Спасибо. Других желающих нет выступить? Все. Прекрасная работа. Поздравляем вас. Вам слово для заключения. Хочу сказать большое спасибо, уважаемые члены аттестационной экзаменационной комиссии и моему руководителю Болтаеву Николаю Михайловичу. Буду стараться и дальше работать, да? Спасибо вам. Государственная. Тема ее выпускной квалификационной работы – доспехи как основной атрибут Бога Солнца в традиционных языческих верованиях чувашского народа. Руководитель, доцент Болтаев Николай Михайлович, рецензент, доцент Галина Инна Васильевна. Пожалуйста, вам вступительное слово. Добрый день, уважаемый председатель и члены аттестационной комиссии. Вашему вниманию я представляю судебную квалификационную работу на тему доспехи как основной атрибут Солнца в традиционных языческих верованиях чувашского народа. Костюм древних обществ является одним из интереснейших культурных феноменов в истории человечества. Древний костюм отражал представление человека о мироздании, являлся показателем включенности человека в мир культуры. В последнее время растет стремление человека сохранить неповторимость своей культуры. Усилившийся интерес к своим традиционным костюмам, как памятник культуры, выражает также менталитет нации. Фольклорные и эстетические стили в моде остаются популярными и в настоящее время. Пользуется большим спросом у туристов. Данная работа рассматривает специфику чувашского костюма и перекликает его с костюмом Бога Солнца, что ново для развития интереса к теме костюма чувашского народа. Цель моей исследовательской работы – изучить и воссоздать доспехи как основной атрибут Бога Солнца в традиционных языческих верованиях чувашского народа. Задача дипломной работы – изучить символы Солнца в языческих верованиях, религиозных культах и других народах древних народов. Раскрыть основное предназначение и особенности возникновения доспехов. Рассмотреть художественную культуру чувашского народа и особенности национального орнамента. И художественно воссоздать костюм Бога Солнца. Объектом исследования являются доспехи Бога Солнца. Предметом исследования – художественная реконструкция костюма Бога Солнца в традиционных языческих верованиях чувашского народа. Солнце издревле во всех народах символизирует, оно является одним из главных божеств. Это символ тепла, уюта, домашнего очага, символ знания. Люди всегда поклонялись ему, просили помощи у солнца. Без солнца нет ни урожая, ни дня, ничего, поэтому это основной бог во всех народностях. Ход работы. Перед тем, как приступить к изготовлению костюма, я составила себе план. Анализировать изобразительные источники и определить общий характер одежды. Выявить их основные элементы в деле и приступили к изготовлению форм. Формы изготавливались из пластилина, затем все это было залито гипсом и получились матрицы, из которых уже я отминала детали. Это оставили нам предки, уйдя из жизни
ежедневной одежды, предметы бытового обихода, художественное наследие возвращается в наши дома как декоративные украшения интерьера в виде сценических костюмов, как оригинальные сувениры. Широкое развитие международного туризма привлекло к усилению творческой активности с совершенствованием различных мастеров и музыки. Богу Солнца. Кто такой? Давайте доспехов. Это символ солнца, это Хивель, он весь символ солнца. Нет, кто демонстрирует это? Вам человек нужен. Конечно. Это тоже защита. Александр, представьте молодого человека. Александр, у меня вопрос к Александру. Скажите, пожалуйста, а вы ощущаете какое-то мистическое, как сказать, действие да, этого костюма на вас? Я просто ощущаю это мистическое действие. Не мистическое действие, а именно театральность всего происходящего сегодня, я это ощутил на себе. И одев этот сценический костюм, естественно, погружаешься в эту атмосферу и стараешься воплотить то, что он должен нести, какие эмоции он должен нести. Видя свое отражение в зеркале в этом костюме, естественно, какие-то идеи возникают в голове, как его представить, как нужно, какую осанку держать, как нужно держать подбородок и взор свой куда должен быть направлен. Это вам удается. Спасибо. Это ведь часть дипломной работы. Куда мы его делаем? Можно применять на сцене. На кафедре. На кафедре. Оставим молодого человека. Да. Спасибо. Есть еще вопросы? Так, выступление, пожалуйста. Рецензия. Да, рецензия озвучена. Или руководитель у нас? Руководители сначала заслушали, да? Очень коротко. Очень коротко, ну, своими словами скажу так. Татьяна Пайманова, конечно, к этому шла долго. Как мы начали заниматься скульптурой, уже начинали делать маленькие скульптурные формы. Там она уже показывала вот эти элементы, вот, как она этим владеет. И я сразу что-то, мне подкралась мысль. Думаю, может быть, она потянет на диплом такие, вот, только уже больших размеров. Ну вот, получилось у нас, все это мы видим. Ну, конечно, она и планшеты представила очень уникально, интересно. И продемонстрировала, как она владеет техникой именно шитья, лепки, вот, керамика там, и так далее. Ну, я считаю, выполнила работу высококвалифицированно, очень достойно. И я думаю, у нас уже, не то что думаю, уже есть планы, где это можно показать, где представить. И зеленый свет. Спасибо огромное за совместную работу. Спасибо. Давать на прокат и зарабатывать деньги. Да, кафедра должна зарабатывать. Конечно, конечно. Так, слово или мнение рецензии озвучит Наталья Ивановна. Пожалуйста. К сожалению, Инна Васильевна Лялина отсутствует по причине болезни, поэтому рецензию зачитаю я. Выпускная квалификационная работа Паймановой Татьяны Вениаминовны выполнена на актуальную на сегодняшний день тему, поскольку одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в настоящее время, является его духовное, нравственное возрождение, которое невозможно осуществить, не осваивая культурно-исторический опыт народа, создаваемый веками громадным количеством поколений и закрепленный в произведениях народного искусства. Студентка обработана большое количество научного материала на высоком теоретическом и методологическом уровне. Материал в выпускной квалификационной работе логически структурирован, написан научным стилем изложения. Пайманова Татьяна Вениаминовна в выпускной квалификационной работе показала отличную способность сформулировать собственную точку зрения по рассматриваемой проблеме. Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованные и могут быть использованы в практической деятельности. Выявлены несущественные недостатки дипломной работы, стиль изложения не везде выдержан. Однако найденные недостатки не влияют на качество исследования по данной проблеме. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями, рекомендована к защите и заслуживает оценки «отлично». Спасибо. Спасибо. Так, желающие выступить, пожалуйста.
Да, конечно. Очень приятно, конечно, что восхищает то, что вы затронули такую тему. Эта тема, мне кажется, очень довольно-таки сложная. Да? Работать было сложно, да? Вот у меня вопрос какой? Вот в ходе работы, вот в ходе изучения культуры чувашской у вас появилось желание дальше изучать обряды, философию, культуру чувашского народа? Есть такое желание? Да, когда затрагиваешь эту тему, именно глубже вникаешь, появляется такое желание, и чтобы усовершенствовать свои навыки, конечно, такое желание процветает во мне. Еще один вопрос. Желание изучить наш родной язык, чувашский язык. Присутствует уже очень Есть? давно. Я с вами разговаривал, вы мне Да. сказали, что не знаете Да. язык. И еще затронули такую тему, вот, Бог, солнце, вот вы тепло чувствуете? Него В душе? чувствуете. От вашей работы, я имею в виду. Спасибо большое. Спасибо, что из себя проделал такую огромную работу. Честно говоря, немножко волнение даже есть, вот когда смотрю вот, на этого парня Александра, он такой, как он сам сказал, действительно стоит как Бог. Спасибо большое. Есть предложение. Этот Александр, он довольно-таки известный у нас звезда чувашской эстрады и очень популярная личность республики. Я ему давно советую. Я думаю, сейчас ему сам Бог Солнца велит этому костюму выйти на сцену и все-таки чувашскую песню какую-то исполнить в этом одеянии. Классический Бог Солнца. Хорошо. Все прекрасно. Спасибо. Можно я еще скажу? Да, конечно. Вот я был свидетелем, как в свое время носил Аттилы, изготовили здесь дипломники. За это вам просто огромное большое спасибо. И когда он лежал 2 года, 3 года, да, потом начал практически работать среди народа. Конкретно результат труда. Это очень мощно, прямо результат труда целого коллектива. Это Институт культуры, дизайнерского отдела, да. И сейчас вот этим костюмом восхищаются уже все, в принципе, вся Россия. И вот этот Бог Солнца, это для меня что-то вот новое. Я вижу здесь и римский гладиаторский стиль, и еще что-то. Ну, чувашская культура, конечно, она пересеклась и с Римом, и с греками, потому что даже Аттила, он в Риме был, да. Но этот Бог, можно в году их использовать, мне кажется. Но я артисту, конечно, не просто как артист играть, а с душой, с чувством. Бог Солнца – это реальный Бог, и как-то надо посерьезнее. Окей. Спасибо. Спасибо. Все, вам заключительное слово. Татьяна Вениаминовна, пожалуйста. В заключение я хочу сказать огромное спасибо всем членам аттестационной комиссии, и особенно вам, за то, что вы меня выслушали, за то, что вы сказали такие теплые слова, поддержку моей дипломной работы. Очень приятно, и именно за счет этого хочется продвигаться и стремиться дальше именно в этой области что-то творить. Вот. Николай Михайлович, если бы вы не взялись за меня, то этого бы не было. Это вообще здесь именно энергетики Николая Михайловича, я думаю, больше всего, больше моей, потому что он очень грамотно умеет направлять и именно вселять вот эту уверенность и надежду, как-то вот какой-то интерес к тому, чтобы все-таки не побояться взяться и выполнить. За это огромное спасибо. Он с таким теплом, с такой поддержкой все вот это контролировал весь процесс. Вот. Наталья Ивановна, я, честно, вот на последней лекции перед госэкзаменом мне стало так грустно, что мы уходим, потому что, когда мы учимся, мы как-то не ценим это, и начинаем ценить в конце. И мне тоже грустно то, что вы не преподавали у нас как-то ранее, и мы бы, может, больше как-то познакомились, в смысле, понимали друг друга, разговаривали на одном языке. Благодаря вам я начала читать книги, это правда, я не читала ни в школе, нигде, вот именно художественную литературу. И институту, да, Галина Владимировна, вам тоже огромное спасибо. Вы всегда нас, девочек, учите какой-то элегантности и в то же время
какой-то скромности. И ваш предмет нам тоже очень помогал именно во время прохождения практики ДК «Ровесник». В течение всего времени мы очень были там, как бы рады, что вы у нас преподаете. И институту спасибо огромное за этих преподавателей, которых мы обрели, то есть с которыми нам посчастливилось работать, потому что я знаю многих студентов, и что такого теплого отношения, именно до уютного и домашнего, нигде нет практически. Спасибо вам огромное. Извините, пожалуйста. Так, Федорова Ирина Олеговна представила перед нами свою выпускной квалификационной работы на тему «Свадебный сундук невесты как элемент национальных традиций, материальной, духовной». Как понять материальный и духовный? Материальный и духовный и пропущено здесь, да? Материальный и духовный. И культуре чувашского народа. Руководитель Николай Михайлович Болтаев, Кузьмин Василий Ананьевич, рецензент. Вам слово. Защищайтесь. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые председатели, уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии. Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа на тему «Свадебный сундук невесты» как элемент национальных традиций в материальной и духовной культуре чувашского народа. Древние предки чувашей издревле вынуждены были переселяться. И во время этих переселений они взаимодействовали, на них было произведено взаимовлияние других народов, как, допустим, Средней Азии, Индии. И это взаимовлияние, из этого взаимовлияния исходит уникальность их языка, удивительное своеобразие материальной духовной культуры. Поскольку сувары-булгары брали что-то у других народов, то и отдавали что-то взамен. Благодаря этому сформировалась их культура. Со временем развития народа он развивается, и некоторые обычаи, традиции забываются. На данный момент сейчас возрастает интерес к нашим истокам. И исходя из вышеизложенного, перед нами встает проблема, что люди мало знают о своей истории и обрядах сувар-булгар. Выбранная тема моей дипломной работы состоит в изучении и систематизации сундука в сфере культуры. И она в дальнейшем поможет в работе с студентами в учреждениях культуры, детских домах, детских домах творчества, домах культуры. Объектом моего исследования дипломного является обрядовая культура сувар-булгар. Предметом же является свадебный сундук невесты как элемент свадебного обряда сувар-булгар. Цель моего дипломного исследования состоит в изучении свадебного сундука невесты в материальной и духовной культуре суварского народа. Для достижения этой цели я поставила для себя такие задачи, как изучить, рассмотреть мифологические особенности верования сувар-булгарского народа, проанализировать семейные традиции, изучить особенности свадебного обряда, рассмотреть значение свадебного сундука невесты в свадебном обряде, рассмотреть символику свадебного сундука невесты, символику элементов свадебного сундука невесты и изучить технологию создания сундука. Также я выдвинула свою гипотезу. Изучение свадебного сундука невесты как элемента национальных традиций в духовной и материальной культуре суварского народа будет достоверно, если мы будем изучать историю суваро-булгарского народа, традиции, обряды, а в данном случае конкретно обряда свадьбы. Новизна моего дипломного исследования состоит в обогащении сферы культуры практическими знаниями о традициях суваро-булгарского народа.
Практическая значимость же состоит в том, что использоваться будут музеями, опять-таки в учебных учреждениях, в домах культуры и, может, даже в постановках каких-нибудь театрализованных тоже можно задействовать. Работа моя состоит из 2 глав: заключения, списка литературы и приложения. В первой главе я рассматриваю традиции верования сувара-булгарского народа, семейные обряды, семейные традиции, свадьбу рассматриваю. Во второй главе уже конкретно рассматриваю сундук как значение сундука в национальной культуре. То есть элементы смотрю, значение элементов рассматриваю и изучаю как раз технологию. Вот. Для начала, чтобы изготовить сундук, нужно форму. Для начала продумать форму, какая форма будет нашего сундука. После этого мы собираем его из фанеры. Также здесь присутствуют брусья. То есть стенки получаются из фанеры, а ножки и как бы окантовка, она уже из брусьев и из получается, да. После мы уже начинаем думать о композиции, какая у нас будет композиция. То есть мы сперва продумали композицию, изучили то, что было обычно изображено на сундуке, и составили композицию. После этого мы слепили все это из пластика, из пластилина точнее, залили гипсовой формой, залили гипсом, сделали гипсовую форму. После этого, конечно же, уже отливали, красили и уже лепили. Символика имеет большое значение этого сундука, так как они несли в себе определенное послание. То есть этот весь сундук был определенным посланием поколению, которое вот его берет к себе. Так как сундук передавался и от матери к дочери. Вот, допустим, солнце. Солнце было атрибутом бога Тура. И оно говорило о богатстве, об интеллекте, о том, что о том, чтобы человек не забывал, что он божественный замысел, представляет жизненную силу Солнца. Сехмети, вообще Сехмети это дочери бога Солнца. И есть такая сказка, легенда, можно сказать, о том, что когда убили Кереметя, сына Тура, Верховный Бог послал свою дочь в наказание людям, чтобы Сехметь карала, разрывала на части злых, неверных людей и отправляла их души в Тамак. Это ад у них был такой. И это служило как напоминание о том, что не нужно возвышать себя выше богов. Листья дуба же символизировали богатство, силу, а желуди олицетворяли плодовитость, женскую плодовитость, то есть продолжение рода. Вот. Ну, естественно, вот после того, как мы все это покрасили весь суд. Если вам интересно, я расскажу про технологию раскраски. Нет, не знаю. Давайте немножко покороче, к выводам. Хорошо. Моей целью было создать этот сундук, изучить его, и я, в принципе, этой цели достигла. И я думаю, что можно нынешнему поколению помочь в изучении наших истоков не только через костюмы, там, допустим, вышивку, но и через такие предметы, как свадебный сундук невесты, вот, ужа-юби, допустим. Нужно возрождать такие вот тоже вещи, чтобы люди не забывали. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вопросы. Вот тут расходы указаны, да, связанные с изготовлением этого сундука. Более 13 000.
У вас спонсоры были? Мне помогал Леонид. Почему вы его как ровесника называете? Леонид Иванович мне помогал. Леонид Иванович, извините, пожалуйста. Он сконструировал мне сундук, покрасил его, что снизило финансовые затраты с моей стороны. И вот я хотела бы сказать сразу спасибо Леониду Ивановичу за то, что помог, за то, что все это сделал мне, за то, что поддерживал. Николаю Михайловичу за то, что опять-таки тоже поддерживал меня, видел во мне потенциал, помогал во всем, в разработке этого сундука, не давал уйти с правильного пути. А куда бы вы ушли? Ну вот, я, допустим, не знала, да, как будет, как вообще должен выглядеть свадебный сундук невесты. Николай Михайлович мне рассказал, я изучила литературу. Он меня направлял, если я там куда-то, может быть, не то делала. Хорошо, спасибо. Есть еще вопросы? Вопросов нет. Слово руководителя. Николай, пожалуйста. Дипломная работа Федорова Ирины Олеговны – это, опять скажу, уникальное явление для нашего народа. Вообще, вот никто, как говорят, кроме нас, ну, одно дело сказать, другое дело осуществить. Тут очень умелый подход, конечно, был с разных сторон. Со стороны Леонида Ивановича тоже подсказка чисто профессиональная, потому что он занимается мебелью давным-давно уже и делает уникальные вещи. И как раз как бы новое поколение, это студенты, значит, нашего института, как бы это новый подход к этой теме полностью раскрыло задуманное. И тут очень огромное спасибо Ирине, то, что она проявила чудеса старания. Потому что уникальная работа это всегда требует терпения. Ну, я думаю, наш народ всегда отличался ювелирным подходом, очень уникальная вышивка у нас и так далее. И в этой работе это все мы смогли продемонстрировать. За это огромное ей спасибо. И вывод дипломной работы Федора Ирины Олеговны соответствует требованиям государственного образовательного стандарта уровня подготовки выпускника специалистов по специальности руководителя студии декоративно-прикладного творчества. И спасибо огромное. В первую очередь мне хочется поблагодарить, конечно, Николая Михайловича. Благодаря его усилиям, его знаниям, благодаря его глубокому изучению нашей культуры появились вот эти работы. Хочется поблагодарить вас, Ирина, хочется поблагодарить Борзову Екатерину за то, что вы взялись за эту работу, не испугались. Работа, мне кажется, это очень сложно для вас. Правильно? Тема была очень сложная. Еще в этих работах использована богатая культура нашего народа. Вы вспомнили наших предков, Сувара Булгар. Да? Вот у меня такой вопрос. У вас не возникает желание поблагодарить наших предков за то, что они оставили нам такую богатую культуру, благодаря чему мы можем создавать сейчас, или воссоздавать, или творить, ну, по-другому возрождать можем мы. Да, конечно, хочется сказать спасибо нашим предкам за то, что они сейчас смогли создать вот такие вот вещи. Просто сейчас нужно все это вспоминать от того, что забыли люди, чтобы возродить все это. Нужно прям взяться крепко сейчас и начать возрождать все это. Вот у меня желание, вот я сидел, слушал, мне так хотелось сказать. В первую очередь мы должны благодарить именно наших отцов и дедов, наших предков. Чабе, Чабе. То есть этот предмет был 10 тысяч лет назад даже у людей. Потому что в самом слове говорится, что это богатство, то достояние арийского человека, то есть наш.
И раскрыта вся тема. То, что здесь очень видна и старина, и для чего она предназначена. Ну, свадьба, прочее, это, конечно, да, это нормально, тематически. А так, арча в самом смысле все раскрыто. Спасибо. Хорошее дополнение. Так, слово заключительное, пожалуйста. Заключительное слово. Еще раз спасибо Леониду Ивановичу, Николаю Михайловичу, Наталье Ивановне за то, что стоит во главе нашей кафедры, за то, что развивает ее, за то, что поддерживает нас, за то, что всячески нас поощряет. Вот, девочки, давайте, конечно, участвуйте. Галине Владимировне за то, что дала нам теоретические знания, которые мы в будущем можем применить в нашей будущей работе. И, конечно же, нашему председателю Виктору, Юрию, за то, что пришли, за то, что выслушали нас. Оценивайте по достоинству наши знания. Обязательно. Спасибо. 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 Готовится следующая пятерка.